Сергей Байбородин приехал к отцу в Нерюнгри после службы в армии. Еще с детства мальчик мечтал носить погоны. После 8 класса пробовал поступить в Суворовское училище, после 10-го – в Высшее военное летное политехническое училище, но оба раза не прошел по зрению. Чтобы поступить на службу в милицию, пришлось пойти на хитрость. Вот приехал сюда, мы приехали с Геной, с моим другом, с моим однополчанином, мы вместе с ним служили, у нас одинаковые совершенно военные билеты. Ну и получилось так, как я говорю, но немножко я пошел на преступление, да. Я просто фотографию с его военного билета отодрал, вставил свою и отправил его со своим военным билетом на нашу профессиональную клинику. И он прошел за меня окулиста. И все, и меня взяли в милицию. То есть я надел погоны. Когда спустя 3 года все выяснилось, отпускать к тому моменту уже ценного сотрудника не захотели. И Сергей остался работать в органах. Сначала простым милиционером патрульно-постовой службы. Ну, в то время всегда же дрались. Всегда. Ну, то есть ни одного вечера не было, чтобы не подрались. И вот нам надо было все это успокаивать, утихомиривать и тому подобное. Мне понравилось. А потом меня увлек сыск. Вот я прямо, я грезил. Через полгода старшего сержанта Байбородина пригласили на собеседование в группу отдела по борьбе с преступным автобизнесом. Я с таким испугом, я зашел в кабинет, сидит тут мужчина такой, а в глазах он на тебя смотрит, да, такое ощущение, что он тебе душу прямо вот видит. Вот ему говорить что-то против бесполезно. То есть ему надо говорить только правду. То есть настолько проницательный человек. Я вот сел, меня прям вот колбасит. Он говорит, ну что, хочешь работать в уголовном розыске? Я говорю, да, хочу. А что ты умеешь-то? Я говорю, да пока ничего еще не умею. Думаю, вы меня научите. Говорит, ну правильно подумал. Всю ночь будущий следователь старательно выполнял задание, порученное начальником. В дальнейшем он поразил молодого сотрудника своим подходом к работе. Тот урок, который преподнес Юрий Иванович Хорошилов, Сережа запомнил на всю жизнь и следовал ему всю свою службу. Вот Юрий Иванович мне сказал, что если я увижу, что ты хотя один раз поднял руку, но на подозреваемого, ты у меня больше в отделе не задержишься ни на минуту. Вот. Он говорит, смотри, вот я тебе показываю, и он мне дал 2 урока. Вот он берет, стул так разворачивается, садится, вот так вот садился, да, к подозреваемому и начинает с ним разговаривать. Эта беседа длится часами, вот прямо часами. Это не минуты, это часы. Вот строгой, дискутивной, вот такой вот убедительной беседы. И в конце концов я вижу, что человек сознается. А я же знаю, что это человек уголовный авторитет. Он не может сознаться. Как он у него сознался? И вот он мне позволил пару уроков, он говорит, я тебе преподам, больше никому это не показывай, если ты не найдешь своего ученика. В процессе службы Сергей Григорьевич понимал, что тот опыт, который он имеет, может быть полезен его коллегам даже за пределами республики. Тогда он стал писать научные публикации. Со временем на место начальника пришел и сам Сергей. В 2011 году в звании полковника с должности заместителя начальника управления транспортной полиции Сергей ушел на пенсию. В последние годы службы наш герой активно увлекся буддистской философией. В 2006 году я поступил, уже будучи вовлеченным в буддийскую философию, я поступил в Монгольский государственный университет Гэндэн Дацан на философский факультет. В 2011 году я его окончил, получил сан ламы, зурхач ламы. Ну, зурхач – это значит астролог, лама – астролог. То есть, я закончил философский факультет. Учитель сказал, что, Сергей, ваша работа, ваша должность, она не позволяет вам сейчас, то есть он мне рекомендовал уйти. По большому счету я поэтому и ушел. Большому счету. После получения духовного образования Сергей открыл первый в городе дацан.
Люди, понимаете, верующих, их же много, у нас бурят, здесь почти 3000, там 2800 человек по переписи населения 2008 года, вот, то есть 2010, когда она была. Вот. Они получили возможность обращаться и исповедовать ту конфессию, к которой они привыкли, к которой они родились, к которой их корни и родители их приучили. Это же, это важно в жизни человека, понимаете? После того, как полковник оставил свою должность, ему пришлось несладко. Дело всей его жизни осталось в прошлом, а спасаться от душевных переживаний получалось только с помощью алкоголя. Это был сложнейший период его жизни, когда от него отвернулись все близкие люди, друзья и распалась семья. Сейчас, когда уже темное прошлое позади, Сергей до сих пор жалеет, что потерял самого близкого человека – свою супругу. Света – самая милая, самая дорогая, самая чудесная женщина в моей жизни. У меня больше никогда не будет такой. Я люблю ее от всей души искренне. Я хочу сделать так, чтобы она была счастлива, чтобы она была на 7 небе от счастья. Я хочу для этого сделать все. Я ее люблю и никогда не перестану любить. Подняться помогло то, что, несмотря ни на что, наш герой не переставал читать и часто обращался к духовной литературе. Мне попадается изречение, что ничего нет сильнее того человека, который стал подниматься после того, как упал. Я думаю, а почему это не про меня? Понимаете? Почему это не про меня? Еще когда Сергей работал, у него всегда проявлялась склонность к фиксированию. Он тщательно записывал, где, когда, какие преступления раскрываются. И вот однажды пришла мысль написать книгу-детектив по реальным историям из своей практики. Первая книга «Стрела Амура» была написана в прямом смысле на коленке. В памяти всплыли самые мелкие детали. Я даже помню, в чем были одеты каждый из оперативников, понимаете? Помню, что они говорили. Получилось так, что вот я мысленно себя перенес на эти 20 лет назад, и мне там стало хорошо. И я вот пишу, я просто рассказываю. Естественно, конечно, то, что там вот люди указаны, нет, это не такие люди, потому что, я же понимаю, что за это можно и ответственность какую-то получить. Конечно, там можно предположить, что, допустим, Саенко это там такой-то вот начальник розыска, да, можно кто-то предположить, но нет. Я, конечно, каждого наделил своими качествами. Родина, как главный герой, говорят, что я с себя его списал, нет, это я точно вам скажу однозначно, я его с себя не списывал, это собирательный образ. Я постарался сделать так, чтобы каждый оперативник, когда работал в то время, мог в нем увидеть себя. То есть просто поставить себя на место Родина, да, и вот прочитать вот эту повесть. Приподнять себя. Потому что мы же все пенсионеры, мы живем только воспоминаниями, мы живем только по прошлому. А почему нет? Совсем недавно в Нерюнгринской городской библиотеке состоялась презентация первого детектива. Несмотря на то, что город богат талантливыми писателями и поэтами, в этом жанре в Нерюнгри книга издана впервые. Сергей Григорьевич поразил меня тем, что он прекрасный оратор на его презентации. То, что он очень приятно общается с публикой. И удивительно то, что, мы отметили 46 нашему лет городу, да, и впервые, что в нашем городе человек написал детектив. Прочитали этот детектив. Сюжет очень интересный, захватывающий. Выпустив свою первую книгу, пришло понимание, что все, что было до этого, только способствовало творческому начинанию и восхождению на новый уровень развития. Вы понимаете, а в благополучной душе, оказывается, ничего толкового-то не получается. Вот для того, чтобы у тебя что-то толковое получилось, тебе нужно упасть куда-то, пройти через эти страдания. Мне было тяжело. Книга написана таким образом, чтобы читатель чувствовал, что автор сидит напротив и рассказывает свою историю. Поэтому читать ее легко самой широкой аудитории. Я знаю Сергея Григорьевича Байбородина уже 20 лет.
как талантливого творческого человека. Еще до выхода книги в печать он прислал мне на электронный адрес эту книгу. Сказать правду, я не любитель детективного жанра и принялась за чтение скорее из уважения. Но потом сюжет так увлек, что я не могла оторваться до последней строки. Страшное преступление, которое описано, было расследовано всего за одни сутки благодаря работе Байбородина и его команды. Незнакомому человеку событие может показаться плодом больной фантазии, выдумкой. Но я-то знаю, что это было на самом деле, совсем недалеко от моего дома, где я сейчас проживаю. Слегка измененное название нюрнбергских улиц, имена и фамилии знакомых мне людей еще больше вовлекают в водоворот событий, которые описаны в расследовании. Прочитав, я сразу позвонила Сергею Григорьевичу и поздравила с прекрасным дебютом. Выпустить детектив взялось издательство «Литромир». Первый тираж книги составляет 1000 экземпляров. Он разошелся за неделю, поэтому издательство предложило выпустить новый тираж – 10 000 экземпляров. Также была запущена электронная версия, и там уже более 10 000 читателей купили книгу в электронном виде. В конце сентября автор планирует отправить в издательство вторую книгу «Транзит», а к концу года еще 2 книги «Июльское утро» и «Убийство никому не нужного человека». Вот я отвлекся. Он всегда писал фельетоны. Ну, вот небольшие какие-то вот там. И, вот, допустим, «Дружбы народов» он называл «Дружбы уродов». И вот я же в своей повести, вот, если вы читали книгу, я тоже там, ну, обращаюсь, тоже называю, что он «Дружба уродов». Вот он приколист такой, веселый парень. Ну, погиб случайно совершенно. Вот, ну, не то, чтобы случайно. Ну, сложились так обстоятельства. Погиб парень. История Сергея